Обзор экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, остановился на отметке 64 рубля 25 копеек, евро 70 рублей 84 копейки. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 64 рубля 23 копейки, продает также Восточный банк за 64 рубля 57 копеек. По евро в покупке лидирует все тот же Восточный банк, это 70 рублей 73 копейки, а продает выгоднее всего Россельхозбанк за 71 рубль 23 копейки. В Госдуму внесут предложение по изменению закона о недрах, благодаря чему могут быть сняты ограничения по количеству собранных палеонтологических остатков, в том числе и бивней мамонта. По словам депутата Галины Данчиковой, предлагается внести поправки в 11 статей закона. В частности, предусмотрено введение нового вида пользования недрами, сбор подделочных материалов и палеонтологических остатков. Реализацию подделочных материалов предлагается осуществлять на организованных торгах в порядке, установленном правительством России. Это позволит навести порядок в ценообразовании. При этом могут быть сняты ограничения по количеству собранного материала. Появится ответственность за рабочий участок. Также депутат отметила, что сбор ценного материала допускается на глубине до 2 метров. И что особенно важно, без применения взрывных работ и землеройной техники. Объем инвестиций в экономику России со стороны Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшие несколько лет может превысить 10 миллиардов долларов. При этом российская сторона намерена фокусировать своих партнеров на инвестициях в национальные проекты России. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, я тебя приветствую. А какие уже можно отметить договоренности между лидерами двух стран? Анастасия, приветствую и тебя. Действительно, можно отметить ряд соглашений, по результатам которых ожидается очень тесное сотрудничество. Например, это отрасль экономики и энергетики. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Москва и Абу-Даби подписали несколько документов о сотрудничестве в области энергетики и инвестиций во время визита российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Объединенные Арабские Эмираты. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Минэнерго России и Министерством энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере энергетики. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией «Росатом» и корпорацией по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Между «Лукойлом» и национальной нефтяной компанией Абу-Даби подписано концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша. Центробанк реабилитировал 187 финансистов, исключив их из черных списков, в которых значится 7,5 тысяч человек, следует из статистики, которую опубликовал регулятор. В эти списки попадают лица, чью деловую репутацию Центробанк счел неудовлетворительной, в частности, акционеры и топ-менеджеры, которые своей деятельностью нанесли ущерб банку или финансовой организации. Всего с начала действия механизма реабилитации с января прошлого года заявление на восстановление деловой репутации подали 485 банкиров и финансистов. 175 заявителям регулятор отказал, 74 жалобы оставил без рассмотрения из-за несоответствия установленным требованиям. Остальные по состоянию на 1 октября либо еще рассматривались, либо были возвращены из-за отсутствия сведений о бизнесмене в базе данных. В последние 2 года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла. К такому выводу пришли эксперты Института общественных наук, Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По данным проведенного исследования, в 2017 году позитивно относились к оплате услуг и работ по принципу «из рук в руки» 50% опрошенных, а в 2019 году уже почти 73%. По
данным Росстата, каждый пятый работающий россиянин занят в теневой экономике. Во втором квартале 2019 года этот показатель вырос на 1,5 миллиона человек и достигнув 15,25 миллиона. Это без учета мелких подработок. Как отмечают в Федеральной налоговой службе, в России уходят от налогов с помощью серых зарплат не только мелкие и средние компании, но и крупные, с числом работников более 2500 человек. Объем серых зарплат в России достиг 10 триллионов рублей в год. Большинство граждан винят в существовании таких выплат государство. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Согласно действующим нормам, Росрыболовство уполномочено проводить плановые проверки, внеплановые проверки, а также рейдовые осмотры. Действующая система организации проведения плановых проверок позволяет подконтрольным субъектам, заранее предупрежденным о сроках проведения плановых проверок, скрыть от должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, многие совершаемые нарушения обязательных требований в сфере сохранения водных ресурсов и среды их обитания, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кабмин ссылается на статистику за прошлый год, которая свидетельствует о более высокой эффективности внеплановых контрольных мероприятий. В среднем на 2 плановые проверки приходится одно выявленное нарушение законодательства, в то же время как на одно рейдовое мероприятие приходится одно выявленное нарушение. МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг. Планируется, что субъекты могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определить объем серий, которые могут вызывать повышенный интерес граждан. И опять же делать это все через единый портал госуслуг. При этом, согласно предложению МВД, на портале можно будет организовать выбор так называемых красивых номеров и любых других. Отмечается, что покупка номеров через госуслуги будет наиболее удобной и безопасно для покупателя. Необходимо обеспечить возможность покупки требуемого номера любому человеку, а не тому, кто прибежал быстро и скупил все, отметили в ведомстве. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Анастасия, ну а свежая актуальная информация о новостях экономики в следующих выпусках. Иван, большое спасибо. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Мы продолжаем наш выпуск. В одном из отдаленных поселков Южной Якутии Енгри закрыли единственную больницу. По просьбам местных жителей наша съемочная группа решила разузнать о данной ситуации. На прямой связи со студией наш корреспондент Александра Цыбикова. Саша, я тебя приветствую. Скажи, как теперь оказывают медицинскую помощь в селе? Здравствуй, Настя. Конечно, село Енгри не осталось без медицинских работников. Нерюнгринское ЦРБ отправляются туда 2 раза в неделю врач-терапевт и врач-педиатр. Но все равно многие жители возмущаются, так как и какие-то у них закрытие больницы произошло, закрытие амбулатории. Вот, хотелось бы вставить один комментарий по поводу данной ситуации. Ну вот я многодетная семья, у меня 3 детей. У нас, получается, врачи ездят каждую неделю по 3 раза. Это нам очень неудобно. У меня вот дети в любое время могут заболеть. А у нас аптеку закрыли, потому что туда перевели дневной стационар. Без аптеки мы. А врача вызывать, это тоже пока дождешься, может что-нибудь случиться. А так... На данный момент мы находимся в Нерюнгринской ЦРБ. Рядом со мной находится главврач Алексей Александрович. Скажите, что вы можете сказать по поводу села Енгри? Как там будут предприниматься меры? Добрый день. Касаемо села Енгри, это у нас село является селом с проживанием малочисленных народов Севера, поэтому вопросы организации медицинской помощи стоят на более высоком уровне, и я их лично контролирую. Касаемо организации медицинской помощи, при вступлении в должность в январе месяце мы провели аудит всех зданий оказания медицинской помощи, и было выявлено, что в 2013 году здание стационара было признано непригодным для дальнейшей эксплуатации, признано аварийным и непригодным для ремонта. При этом это здание было опасным для жизни. Поэтому я принял для себя решение, взял на себя
обязательство о закрытии этого стационара во избежание несчастных случаев. Осуществляется ли ремонт сейчас, извините? Как альтернативу мы сделали во врачебной амбулатории, провели лицензирование, открыли пункт неотложной медицинской помощи, открыли койки дневного стационара как для детей, так и для взрослых. При этом с ноября месяца, как я говорил, мы провели лицензирование на новый вид медицинской услуги, это врач общей практики. И с ноября месяца уже ежедневно будет принимать врач как взрослое население, так и врачи, так и детей. При этом еще хочу сказать, что при закрытии стационара ни один сотрудник не пострадал, они были полностью 100% трудоустроены. Касаемо укомплектованности штатов, штат укомплектован на 100%. При потребности врачебной амбулатории в 8 единицах устроено 23 единицы. Так, в настоящее время, так вышло, что доктор у нас в отпуске, и организована выездная форма оказания медицинской помощи узкими специалистами, поэтому туда по расписанию выезжают врачи-педиатры, врачи-терапевты. При неотложных состояниях, при экстренных состояниях вызывается скорая медицинская помощь. Спасибо большое, Алексей Александрович. На этом у нас все. Остается ждать ноября. Я думаю, что, в принципе, оказание медицинской помощи, тем более без потери кадров, а там их 24 человека на все село, думаю, справится. На этом у нас все. Анастасия. Саша, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Александра Цыбикова. Зима в этом году в Ленск пришла раньше, чем обычно. Снег выпал уже в середине октября, и температура установилась ниже нуля. Вследствие таких погодных условий гололед на дорогах и тротуарах города. Дорожные службы в первый же день вышли на дороги Ленска. Подрядные организации проводят работы по уборке снежного покрова с дорог и посыпают перекрестки и опасные участки проезжей части в соответствии с температурным режимом. В таких погодных условиях повысился риск аварий на дорогах. Региональные власти взяли под свой ежедневный контроль ход дорожных работ в Якутске. А тем временем сроки реализации национального проекта «Качественные и безопасные дороги» в столице региона подходят к концу. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Сусаны Рожиной. Низкая организация работы мэрии Якутска вынудила региональные власти взять под свой ежедневный контроль ход дорожных работ. На данный момент отставания по срокам сокращены на всех объектах. По асфальтированию обеспечьте все-таки выполнение метод рекомендаций Росавтодора в полном объеме, чтобы качество все-таки соответствовало. Капитальный ремонт улиц в городе Якутске выполнен на 80%. Отставания были по улице Ларионова и Хатынюрявскому шоссе. Как мы видим, сейчас на улице Жарницкого идут усиленные работы по укладке лотков и тротуарной плитки. Подрядчики обещают завершить все работы к 31 октября. Остается чуть более 2 недель. Все бригады переведены на усиленный режим работы. Накануне в ходе совещания у первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова были выявлены ряд организационных недочетов как со стороны заказчиков, так и подрядчиков. Более того, у компании «Дорис» по какой-то причине отсутствует тротуарная плитка. Подрядчик, у которого была заказана тротуарная плитка, это 2700 метров квадратных, не произвел ее. Соответственно, такая какая-то проблема вышла. При том, что у Сахатранстроя плитка, которую он должен укладывать по Сырона Малона и по Ларионова, наличие имеется. То есть кто как организовал работу, видно. И уже сегодня тротуарная плитка была доставлена подрядчику, и бригады на Жарницкого укладывают ее на всем протяжении. Что касается Ларионова и Сырона Малона, то сегодня проводятся работы по сопряжению с улицей Хабарова. Ведется асфальтирование в 2 слоя с подогревом стыков. На втором участке Ларионова подготовлено основание под асфальтирование, и до 18 октября будет уложен асфальт. Установка бортовых камней, устройство основания и все. Озеленение так же само. Человек 40 здесь. Сколько смен работаете? Сейчас 2 смены будем работать. Может, даже в 3 смены, круглосуточно.
Также есть некоторые опасения по доставке металлоконструкций из Тюмени для мостовых переходов. Для контроля за поставками оборудования туда отправятся специалисты регионального Минтранса. Сроки сдачи мостов Мархинка, Шестаковка и микрорайон Северный сдвигаются на ноябрь. Завод-изготовитель металлоконструкций подтвердил, что все готово, поэтому наша задача проследить, чтобы все было доставлено в город Якутск. Пока жареный петух не клюнет, не хватится. Именно так можно охарактеризовать ситуацию в Якутске по капитальному ремонту дорог. Только в конце срока сдачи объектов подрядчики перевели бригады на усиленный режим работы. А о качестве новых дорог мы подробнее поговорим весной. А пока до сдачи остается всего 2 недели. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск. Профилактические мероприятия без наркотиков проводят нюрнбергские полицейские. Акция включает в себя проведение лекций в образовательных учреждениях, информирование населения об общественной опасности и негативных последствиях потребления наркотиков и психотропных веществ. Очередная акция накануне прошла в Южно-Якутском технологическом колледже. Участие приняли активные студенты, пропагандирующие здоровый образ жизни. Профилактическое мероприятие без наркотиков, направленное на пресечение, выявление, предупреждение, профилактику правонарушений и преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств и употребления, в том числе несовершеннолетними. Основной задачей в данной деятельности является в том числе профилактика правонарушений. Проводятся лекции, направленные на различные темы правового характера, акции против наркотиков среди молодежи, а также другие мероприятия. Движемся дальше. Житель Алданского района столкнулся с мошенниками на сайте бесплатных объявлений. Он рассказал полицейским, что нашел на Авито объявление о продаже навигатора стоимостью более 10 тысяч рублей. Цена его устроила, и он связался с продавцом по указанному номеру. О том, что случилось дальше, расскажет мой коллега Юрий Осипов. Юрий, я тебя приветствую. Ну, вроде бы обычная сделка. Что ж пошло не так? Да, Анастасия, покупатель и продавец договорились о том, что деньги будут переведены сразу после того, как будет отправлен товар. И получив СМС-сообщение от компании, что товар отправлен, он сразу перевел деньги, но после этого он получил еще одно сообщение о том, что товар возвращен отправителю. Он попытался связаться с ним, но его номер был уже недоступен. Тогда он обратился в полицию. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске пресечена попытка сбыта крупной партии наркотиков. Сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали 21-летнего уроженца Устьянского района по подозрению в сбыте наркотиков. Во время обыска в его квартире обнаружили и изъяли рюкзак, в котором находились 2 свертка с кристаллообразным веществом светлого цвета, 3 свертка с порошкообразным веществом желтого цвета и сумка с остатками вещества светлого цвета. Общий вес изъятого составил около 1 килограмма и 700 граммов. Проведенная экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотическим средством «Спайс». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие следственные мероприятия. В Мирном полицейские раскрыли серию краж автозапчастей из предприятий. В дежурную часть районного отдела стали поступать сообщения от предприятий о совершенных в ночное время кражах. Неизвестные проникали на территории предприятий в ночное время, соблюдая меры предосторожности. Следственно-оперативные группы, выезжавшие на место происшествия, установили, что злоумышленники оставляли свой автотранспорт подальше от места преступления и использовали перчатки, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Таким образом, они обокрали 3 предприятия. В общей сумме материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей. Всего они украли 16 аккумуляторных батарей, 180 литров моторного масла, 225 килограммов сварочного электрода, 4 колесных диска, турбокомпрессор и 10 автомобильных шин. Подозреваемые были задержаны. Ворами оказались 2 мужчин 1990 и 80-го годов рождения. Они хранили украденное на даче у своего знакомого и в дальнейшем планировали продать. Депутата одного из наследных советов Верхневилюйского района, напавшего на полицейского, лишили полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона. Отмечается, что летом этого года во время проведения эсэха в одном из сел Верхневилюйского района сотрудник полиции увидел, что пьяный мужчина демонстрирует противоправное поведение в отношении своей гражданской супруги. Сотрудник правопорядка попытался его урезонить. В сообщении говорится, что подсудимый в ответ попытался скрыться. В ходе преследования он, взяв в руки лопату, нанес ею несколько ударов сотруднику полиции. В его отношении было возбуждено уголовное дело, и по результатам его рассмотрения подсудимого оштрафовали. Кроме того, агрессивный депутат был лишен своих полномочий.
Мужчина скончался от ожогов после пожара в жилом доме в поселке Сангар в Кобяйском районе. Он получил 99% ожогов. Еще одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. Пожар произошел в квартире жилого дома. К моменту прибытия пожарных горела ванная комната. В результате пожара огнем повреждены стены и пол ванной на площади 8 квадратных метров. В пресс-службе Минздрава республики сообщили, что мужчину и женщину, пострадавших в пожаре, госпитализировали с множественными ожогами в Кобяйскую ЦРБ. После осмотра врачами медучреждения состояние пациентов оценивалось как крайне тяжелое. У мужчины было поражено 99% тела, у женщины 90%. 15 октября мужчина скончался от полученных ожогов, несовместимых с жизнью. Сообщается, что состояние женщины оценивается врачами как крайне тяжелое. Однако в динамике состояние больной может измениться в любую сторону, отметили в пресс-службе Минздрава. Причины пожара расследуют правоохранительные органы. Сотрудники ливанских экстренных служб борются с мощнейшими лесными пожарами, охватившими значительную часть страны. Погиб по меньшей мере 1 человек, десятки обратились за медицинской помощью, рассказывает Артем Сторонов. Сухая жаркая погода и сильный порывистый ветер привели к быстрому распространению мощнейших лесных пожаров на территории Ливана. По данным властей, огнем охвачены обширные территории от района Шув к югу от Бейрута до приморского поселка Дбая на севере. Пожарные говорят, что возгораний такой силы в стране не было уже несколько десятилетий. Огонь буквально уничтожает все на своем пути – растительность, постройки и автомобили. После него остается лишь выжженная дымящаяся земля и обгоревшие развалины. Сотни человек были вынуждены покинуть свои жилища. За последние сутки, с момента, когда начались пожары, мы зафиксировали 104 очага возгорания. И только за сегодня 28 очагов по всему Ливану. Причины возникновения пожаров пока неизвестны. Премьер-министр Ливана Саад Аль-Харири заявил, что будет проведено расследование, и виновные, если их удастся установить, заплатят высокую цену. Власти, правда, не исключают, что все это может быть результатом климатических изменений. Надеюсь, все, кто помогает в тушении пожаров, будут осторожны, да поможет нам Бог. Нас ждут еще 2 тяжелых дня, жарких и ветреных. Мы заранее знали об этом, но на все воля Божья. В результате пожаров погиб как минимум 1 человек, 18 пострадавших госпитализированы. Еще порядка 90 экстренная медицинская помощь была оказана на месте. Власти Ливана уже назвали ситуацию катастрофической и запросили помощь у соседних стран. На призыв откликнулись Кипр и Греция. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Анастасия, на этом у меня вся информация о самых интересных событиях в следующих выпусках. Юрий, большое спасибо. Я напомню о происшествиях, которые произошли в республике и за ее пределами, нам рассказал Юрий Осипов. Мы продолжаем наш выпуск. Утверждена символика празднования 55-летней годовщины создания Мирнинского района. Логотип представлен в 2 вариантах со стилизованным изображением карьера «Мир», в окружность которого вписана цифра 55 и надпись «Мирнинский район». Разработкой официальной символики торжеств занимался Центр дополнительного образования Мирного. Добавлю, что юбилейные мероприятия пройдут в следующем году. 8 проектов по благоустройству городской инфраструктуры в этом году внедряют в Якутске. Так, например, по программе поддержки местных инициатив установлен бюст Володи Губина в Губинском округе. Построили спортивную площадку с зоной отдыха в автодорожном округе. Также в селе Хатасы появился летний водопровод. Отметим, что Якутск впервые участвовал в данной программе. А если говорить о требованиях к проектам, то объект должен находиться в собственности муниципального образования и должен быть направлен на решение вопросов местного значения. Общее финансирование было 18 миллионов. Местный бюджет из общей суммы проекта 3% и 5% населения. Столица Ливии тонет в мусоре. Граждане сливают отходы прямо на улицах Триполи. Одна из причин кроется в гражданском конфликте. Город оказался отрезан от крупной свалки, расположенной в 50 километрах к югу, рассказывает Сергей Берец. Район Аль-Хадба в Триполи превратился в свалку. Горы отходов по обочинам дорог растянулись на километры. Публика выбрасывает мешки с бытовым мусором, не особенно таясь.
Как говорит Мамрук Ахмед, помойка то и дело горит, и зловонный дым отравляет все вокруг. А совсем рядом находятся больница, аптека и магазин. Я слежу с 8 утра до полуночи, чтобы никто не выбрасывал мусор. Если не будешь приглядывать, тут же навалят всякой всячины и подожгут. В последние месяцы жизни убитого полковника Муаммара Каддафи, экс-диктатора Ливии, Триполи тоже задыхался в собственных отходах. Летом и осенью 2011 года городским властям было не до уборки, шла гражданская война. В апреле этого года войска фельдмаршала Халифы Хафтара попытались захватить столицу. В результате их наступления крупнейший мусорный полигон оказался недоступен для коммунальных служб, которые нашли альтернативные варианты прямо в жилых кварталах. Одна из таких свалок образовалась в районе Абу-Слим. Объектом руководит Араби Мусса. Здесь уже нет места, мусор накапливается, и мы пытаемся его прессовать. Люди несут свои отходы к нам, но мы отправляем их назад. Тем не менее, на свалку в Абу-Слим продолжают прибывать мусоровозы. В доставленном ими грузе ищут металл, картон и пластик мигранты из африканских стран южнее Сахары. Жители соседних домов составили петицию к властям с требованием убрать помойку. Документ подписали 500 человек. В Лагосе благодаря Uber появилось водное такси. Несмотря на довольно высокую для страны стоимость, у сервиса нашлись клиенты. Загруженность дорог остается одной из ключевых проблем города. Uber запустил водное такси в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии и Африки, пока в пилотном режиме. Первое время лодки будут курсировать по закрепленному маршруту. Стоимость поездки 500 найр, это около 90 рублей. Довольно дорого для страны, в которой большая часть населения живет меньше, чем на 200 рублей в день. Однако у нового сервиса нашлись свои клиенты, например, архитектор Кехинды Аджаи. По дорогам до цели его пути, окраин Лагоса, ему добираться около 3 часов. На лодке 30 минут. Но больше всего ему нравится точность, с которой работает Uber. Это замечательная идея. Так ты знаешь, когда тебе уходить с работы, когда выходить из дома, чтобы успеть на паром. Uber задал планку для остальных компаний. По данным ООН, население Нигерии удвоится к 2050-му и достигнет 400 миллионов. Из-за роста числа жителей, перегруженности дорог и слабой инфраструктуры для большинства граждан страны путь на работу превращается в серьезную проблему. Усыпальнице и месту коронации английских и британских монархов исполнилось 750 лет. В действительности первая церковь на этом месте появилась намного раньше. По случаю юбилея собор посетила королева Елизавета II, рассказывает Сергей Берец. Во вторник Ее Величество Елизавета II посетила службу в Вестминстерском аббатстве, где она короновалась в 1953 году. Главу государства приветствовал настоятель храма доктор Джон Холл. Традиция венчать здесь монархов восходит ко временам Гарольда II и Вильгельма Завоевателя. Оба взошли на престол в 1066 году с разницей в несколько месяцев. А незадолго до этого скончался Эдуард Исповедник, заложивший храм, в котором завещал себя похоронить. Этот обычай также прижился. Визит королевы приурочен к другому событию. Считается, что 750 лет назад был освящен ныне существующий собор, строительство которого началось и завершилось в царствовании Генриха III. Когда королева покидала аббатство, ей поднесла букет цветов Маргарет Пейн, дочь хранителя одного из самых древних и богатых в Великобритании архивов. Елизавету II сопровождала герцогиня Корнуольская Камила, супруга наследного принца Чарльза. Как сообщили британские таблоиды, Ее Величество выбрало в этот день платье и пальто от британского модельера Стюарта Парвина и шляпку от Анджелы Келли. В Японии стартовала крупнейшая технологическая выставка страны. В этом году посетители увидят роботов, повторяющих человеческие движения, и персональные летающие машины. Все подробности у Никиты Конева. Крупнейшая японская выставка высоких технологий стартовала во вторник.
Kia-Tech 2019 открыла свои двери для посетителей. Под лозунгом «Соединяя общество, создавая вместе будущее» в префектуре Тиба собрались 787 компаний. Из них 250 зарубежные, в том числе и из России. Крупнейший авиаперевозчик Японии Ана Холдингс продемонстрировал аватаров – роботов, способных повторять движения человека и взаимодействовать с предметами. Вот Ньюми – устройство, которое раньше можно было увидеть разве что в комедийных сериалах. На экране появляется ваше лицо, и вы можете общаться с собеседником перед роботом. TE Connectivity продемонстрировал персональную летающую машину. Она еще в разработке, но благодаря дополненной реальности гости выставки смогли опробовать ее в действии. Kia-Tech будет работать до пятницы. Организаторы ожидают, что выставку посетят 160 тысяч человек. Это были мировые новости на Якутии-24. Переходим к новостям спорта. Российские футболисты со счетом 6-2 обыграли команду Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, я тебя приветствую. Ну а как выступает наша сборная на протяжении всего турнира? Анастасия, приветствую. Российская сборная выступает просто отлично на протяжении всего турнира. Они обыграли все возможных фаворитов. И лицезреть финал можно сегодня по московскому времени в 20:30. Ну, об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. «Авангард» одержал третью победу подряд над СКА континентальной хоккейной лиги. Счет 3-2. Матч проходил на домашнем льду победителей. В составе победителей заброшенные шайбы на свой счет записали Вячеслав Воинов, Кирилл Семенов и Павел Дедунов. У проигравших отличились Александр Барабанов и Юрий Лехтеря. Семенов забросил в меньшинстве. СКА в последних 5 матчах потерпел 3 поражения. «Авангард» набрал очки в 10 из последних 11 встреч в континенталке. В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» поднялся на второе место, набрав в 17 матчах 25 очков. СКА идет вторым на Востоке. В активе команды 24 очка в 19 играх. В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет с екатеринбургским автомобилистом. СКА днем ранее сыграет с нефтехимиком в Нижнекамске. Российские футболисты со счетом 6-2 обыграли команду Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр. Соревнования проходят в Дохе. В составе российской команды дублем отметился Федор Земсков. В финальном матче российские спортсмены встретятся с победителями полуфинальной встречи между командами Бразилии и Италии, которая пройдет позднее во вторник. Финальный матч состоится в среду, начало в 20:30 по московскому времени. Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду. Сборная Испании по футболу сыграла в ничью с командой Швеции со счетом 1-1 в гостевом матче отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года. Испанцы досрочно обеспечили себе участие в финальной части турнира. Сборная Испании стала 6-й командой, которая сумела обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды России, Бельгии, Италии, Польши и Украины. Сборная Испании в 7-й раз подряд сыграет в финальной части европейского первенства. В последний раз испанская команда не смогла квалифицироваться на турнир в 1992 году. Испанцы являются 3-кратными победителями континентального первенства. 4-я ракетка мира Данил Медведев снялся с ВТБ Кубка Кремля. Россиянин отметил, что изможден морально и физически после победного турнира в Шанхае. Об этом теннисист заявил на пресс-конференции. Он подчеркнул, что не готов выходить на корт без стопроцентной подготовки. Медведев, посеянный под первым номером на московском турнире, должен был начать соревнования со 2-го круга. Отмечу, что Медведев занимает 4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он одержал 7 побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии «Мастерс» в Цинциннати, Шанхае. Также на его счету участие в финале открытого чемпионата США. Но в 5 сетах Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Турецкой футбольной федерации по итогам матчей сборной Турции против команд Франции и Албании в рамках отборочного цикла чемпионата Европы. 11 октября во время матча против сборной Албании игроки турецкой команды отпраздновали победный гол, приложив руку к виску, имитируя воинское приветствие. Как указывает ряд французских СМИ, таким образом они намекали на начало военной операции Турции в Сирии. Также футболисты праздновали
отпраздновали гол в матче против команды Франции 14 октября. Был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможными провокациями и поведениями игроков национальной сборной Турции. Турецкая сборная занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав в 8 матчах 19 очков. Следующий матч турецкая команда проведет против команды Исландии 14 ноября. Президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино призвал к поиску новых средств борьбы с расизмом на фоне инцидента в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Болгарии и Англии. В частности, он предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и скидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась. После внесения изменений в дисциплинарный кодекс в июне ФИФА вправе применять санкции в отношении футбольных континентальных организаций и национальных ассоциаций по всему миру за проявление расизма. В связи с инцидентом в Болгарии ФИФА ожидает решения контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА, которая ранее во вторник возбудила дело в отношении Болгарского футбольного союза в связи с проявлением расизма на матче между болгарами и англичанами. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Анастасия, у меня на этом все. Тебе слово. Андрей, большое спасибо. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Мухоплев. На телеканале «Культуре» завершился масштабный музыкальный конкурс «Квартет 4×4». Его география поражает. Показать себя в столицу приехали коллективы из Петербурга, Новосибирска, Казани, Ярославля, Красноярска, Вильнюса. Среди участников есть и квартет, в состав которого входит и якутянин. Подробности о музыкальном шоу и о нашем земляке смотрите в следующем материале. Каждую неделю участники конкурса «Квартет 4×4» погружают в магию музыки зрителей и членов жюри. Это масштабное телевизионное шоу идет в эфире второй сезон. В этом году на конкурс попал коллектив флейтистов «Рандеву» из Петербурга, в составе которого выступает и якутянин Ким Слепцов. Ким закончил высшую школу музыки в Якутске, а потом и Петербургскую государственную консерваторию. Уже 7 лет он играет в квартете «Рандеву». Правда, это лишь хобби. Основная работа у меня служба. Я служу по контракту в военной академии связи, в военном оркестре. День у меня проходит так, что с утра у меня служба, работа. После обеда мы занимаемся нашим творчеством, нашим квартетом. Мы любим экспериментировать, но пытаемся популяризовать свой инструмент. И поэтому играем всякие разные вещи. Там, от Баха до Куин. Вот, «Богемскую рапсодию» играли. В конкурсе участвуют 16 квартетов. Чтобы попасть на эту сцену, ребята из «Рандеву» прошли огромный кастинг. Организаторы выбирали лучших из лучших. Музыканты из Петербурга в финал не прошли, остановились в полуфинале. Но сами участники квартета уверены, что и это хороший результат. Конкурс на самом деле масштабный, потому что это шикарные составы, и есть составы, которые при филармониях разных городов, то есть это профессиональный уровень. Когда проходили эти съемочные дни, мы столько играли, и вот это такое тесное общение. И в сам непосредственно съемочный день это комментарии жюри, и опять-таки исполнение программы на публике, и все пишется с первого дубля, то есть это максимальная концентрация, и я думаю, мы даже за этот период, наверное, даже и выросли профессионально. Финал конкурса «Квартет 4×4» проходит в легендарном зале имени Петра Ильича Чайковского Московской государственной филармонии. И это место, конечно же, культовое для любого музыканта. И выступать на этой сцене – настоящая честь. Ну а сам конкурс для участников может стать прекрасным трамплином в музыкальное будущее. У квартета «Рандеву», например, после первых эфиров конкурса предложений выступать стало больше. На днях ребята летят в Пермь и надеются, что в скором времени смогут дать концерт и в Якутске. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Далее о наиболее значимых и заметных событиях Нюрнбергского района расскажет моя коллега Александра Цыбикова.
Сбылось то, чего так опасались родители учеников Чульманской школы номер 9. На совещании прозвучала информация о нерентабельности ремонта здания школы, и что на данном этапе решено приостановить ее работу. Представители Министерства образования высказали, что две школы прекрасно совмещаются, и их совокупность не вызывает никаких трудностей. Но некоторые родители все же возмущены и не собираются отпускать руки. Наша съемочная группа отправится в Чульман и разузнает, какими методами собираются бороться родители школы номер 9 и как на это отреагирует Министерство образования. Также чульманцы не раз возмущались несанкционированными свалками прямо на центральных улицах поселения. Заодно съемочная бригада проедет по ним и узнает у подрядной организации о добросовестности выполнения поставленных обязательств. Еще одна победа. В Копилку района 5-6 октября этого года в Москве проходили соревнования по киокушинкай-карате, чемпионат и первенство России. В соревнованиях приняли участие 390 спортсменов из 45 регионов. Наш регион, Республику Саха-Якутия, в чемпионате представляла нерюнгринская спортсменка Мария Казанашвили. В первый день соревнований, проведя 2 поединка со спортсменками из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, успешно Мария вышла в полуфинал. В полуфинальном поединке из-за травмы руки наша спортсменка, уступив другой спортсменке из города Санкт-Петербурга, не попала в финал, но, несмотря на травму, продолжила бой. 3-е место получила, которое закончила досрочно с победой. Таким насыщенным будет день сегодняшний в столице Южной Якутии. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24 и будьте в курсе всех событий. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане +1, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, облачно, давление 704 миллиметра ртутного столба. В Ленске столбики термометров остановились на отметке 4 градуса, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты +3, сейчас в городе пасмурно и без осадков. А за окнами жителей Нерингри +2, ветер южный 1 метр в секунду, давление 700 миллиметров ртутного столба. В столице региона, городе Якутске, прямо сейчас -2 градуса, облачно, влажность 80%, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и далеко за ее пределами. Еще больше информации на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.